Толкусы. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Еду на свадьбу. Выходит замуж внучка моей двоюродной сестры, и нас пригласили на свадьбу. Может быть, там поснимаю, может нет, не знаю. По ходу посмотрим. Ой, погода нелетная, конечно, сегодня не свадебная. Но для моих росейшек погода хорошая. Как посадили, уже второй день идет дождь. Решиться им будет легче. А холодно-то как? На градусов 8 только у нас тепло. Вот такие дела. Вчера погуляли мы. Танзила гладит брюки брату. У меня есть немножко времени. Так, микрофон с собой не буду брать. И сейчас его со мной нет. А без микрофона мой iPhone что-то плохой. Видите, какая слякоть. Холодно. И если верить интернету, то вся неделя будет такая у нас дождливая, холодная. Джабраил. С колесом какие-то проблемы. Заказали мы землю. Наконец-то чернозем я заказала. Но из-за погоды, наверное, сказал, 2-3 дня не будет. Так что нужно будет палисадники собираемся делать. И здесь цыпки мои в помещении, в клетке. Уже 3-й день. И холодно, и сыро, как видите. Вот такая погода, конечно, цыплятам очень плохая. Ой, все, холодно, стоять на улице холодно. Sabda çok neyse. Так. Musa yenge. Ha? Musa yenge, tamam ya Musa yenge. Ha? Yenge. Да? Ой, мамочки. Память Хагиша. Ya hamda. Аж таирди да вот. Так, с корабля на бал. Ага, из Толяха. Пополни сандизер. Нормально все, мы уже поели. Так, я у Заловки уже, с корабля на бал. Со свадьбы к Заловке приехала. У нас сегодня законный выходной. Тут Халушка не хочет, чтобы ее снимали. Миш бага бибиш. Бибиш миштахат.
Парцалил здесь. Где-то. Это готовились к этому, к зикеру. Ничего страшного. Так, мы сегодня с сыном, можно сказать, гуляем уже. Пришли в магазин. Оптовый такой новый, закупочка он называется у нас. Кое-что надо купить. А что, не было такой? Тележки не было? А? Ну, давай тележку, что ты ее будешь в руках таскать? М? Давай тележку. Здесь капсул снять общий. Да. Мои дорогие, мы только что с сыном приехали. С 10 утра до 7 вечера мы с ним сегодня, можно сказать, гуляли. Утром поехали на свадьбу, как я сказала. Там хорошо тоже отдохнули, встретились с нашими родными, с двоюродными сестрами. Я здорово с ними тоже давно не виделась, посидела. Ну, хотя как давно. На похоронах мамы они были. Но с тех пор тоже уже прошло 3 месяца. Февраль, март, апрель, да, 3 месяца, 4-й месяц, как мы не виделись. Тоже посидели очень хорошо. Потом мы решили поехать к моей заловке. Поехали там, посидели. Потом мы вернулись домой и сразу же уехали обратно, потому что у меня был заказ 20 цыплят бройлерных. Она написала сообщение, что цыплята приехали. Поехали забрать своих цыплят. На обратном пути зашли в магазин, купили кое-что для себя. И вот мы сейчас дома. Устала, если честно, больше, чем делала заказы. И, мои дорогие, я попросила Ибрагима поставить сообщество поздравления, но хочу и лично вас всех поздравить с праздником Пасхи, пожелать вам всем здоровья прежде всего, здоровья, счастья, любви, мира, чтобы во всех ваших семьях было тепло, уют и благополучие. Всех благ вам, мои дорогие. Ну, сейчас немножечко вам покажу, что купила, обычно распаковочку. Кто-то любит, кто-то не любит. И если у меня получится, я выпущу этот ролик сегодня. У меня есть еще один ролик, который я снимала вчера. Вчера у нас был такой насыщенный день. Были в гостях и Танзила с детьми, вернее, Танзила с мальчиком, Мадина с детьми. У нас и заказ свадебный небольшой был вчера. И старший сын плов делал нам, шашлык и куриный, и из баранины. Но все так вчера было сумбурно, шел сильный дождь. Как-то, я не знаю, по кусочкам кое-что сняла, но этот ролик я сегодня вряд ли смогу смонтировать. Ибрагима нет дома, он у нас сегодня на стажировке. Скорее всего, если я смогу смонтировать этот ролик, значит, он сегодня выйдет. Но если не выйдет, то уж извините, что я вас буду всех поздравлять на день позже, значит, он выйдет завтра. Потому что Ибрагим приедет сегодня поздно, где-то в часов 11 ночи только. У него работа где-то с 6 вечера до 11 ночи. Поэтому, ну вот как-то так. Сейчас покажу вам, что я купила. И все. Так, ну и вот что мы купили. Значит, я посмотрела на цены. Вот наш чек. Магазин дешевый вообще-то. Так, значит, купили гречку. Сейчас еще. А вот она, гречка. 1,5 килограмма, 132 рубля у нас. Вот такая вот гречка. Вроде бы ничего, хорошенькая, чистенькая. Так, пшено. Значит, сейчас. Вот только что было у меня. А вот, 59 рублей килограмм пшено. Значит, макаронные изделия, вот эти вот килограммовые, по 132 рубля. Здесь, по-моему, килограмм. Да, тут нет, даже не килограмм. Это
точно не знаю, сколько здесь, но это... 900 грамм, 76 рублей. Так. Так, ну и что дальше? Значит, купили молоко, упаковку. У меня Джабраил подсел на это молоко. Я покупаю у соседки домашнее, но он пьет просто, если пить, только такое. Раньше пил обычное наше молоко, но сейчас пьет такое. Упаковка это стоила 1165 рублей. Короче, 97 рублей за пачку получается. Сливки купили 30%, 33%. Так. Минуточку. Короче, я не помню, за 100 с чем-то. 128 рублей, по-моему, или дешевле. Куда они делись? Только что я их видела. А вот сливки. 118. У нас в магазине стоит 135 рублей, по-моему. 118. В чай любим мы их добавлять. Надо было еще взять. Ну ладно. Эти шоколадки купила малышам, когда придут. Сода. Ну, это копеечное дело. Купила сегодня попробовать вот такое вот масло. Оно 375 грамм, 82,5%. Сейчас посмотрим производство, где оно было. Кисловодское, по-моему, или я сейчас точно не знаю. Сейчас, минутку. Да, кисловодское производство. И масло это стоило 413 рублей. Посмотрим, что за масло. Так, икру кабачковую мой сын захотел, купил. В тот раз покупал, она была очень вкусная, но не знаю, это уже совсем другое. Шоколадки стоили 68 рублей. Сыр стоил 117 рублей плавленый. Нравится им утром тоже чай пить. Кукуруза лукория 64 рубля баночка. Так, мороженое мы купили, поели уже. Хотя сегодня такая холодина, девочки. Вы не представляете, друзья, как сегодня было холодно. Хлопья солнышко 67 рублей. Так, купили огурчики. Ну, как бы нормальные огурчики были по 95 рублей. Ну, наверное, на рынке дешевле. Надо будет на рынке взять. Купила зелень петрушки 69 рублей. Вот этот вот пучок. Живу в деревне и покупаю зелень, да? Так, яйцо 254 рубля лоток был. Что еще? В том магазине купила порошок, вот этот вот АБЦ. Сейчас вам скажу, сколько он стоил. 928 рублей за 9 килограмм. Очень хороший, мне нравится. Ну, меня там спрашивали в ролике, в комментариях, нравится ли мне. Да, если действительно, если вдруг подделка попадется, конечно, он будет плохой, а так хороший порошок, мне нравится, я всегда им пользуюсь. Ну, губки взяла, салфетки взяла, это там копеечные все эти вещи, не знаю, сколько они стоили. И вот в этом магазине, как я вам показала, 5330. А это уже в другом магазине. Чай купила за 600 рублей килограмм. Очень хороший чай, заваривается очень хорошо. Его купила в другом магазине, ну, для наших, это в Алиевском, у нас на Перекрестке. Так, смесь этих болгарских перцев. Мне нужно для голубцов. Так, купила попробовать вот такую алтайскую муку. Правда, конечно, дороговато получается. Мука стоила 100 с чем-то. 65 рублей килограмм выходила. Значит, 130. 2 килограмма 130 рублей. И такие вот эти вот конфетки. Я их очень люблю. Сливки. Счастливки. Купила килограмм этих сливок-счастливок. Короче, 5330 это 1000 с чем-то, ну, около 6500, по-моему, потрачено сегодня. Вот на эти покупочки. И тут практически ничего нет, да? Вот что значит. Сейчас деньги, не деньги. Ну все, мои дорогие, на этом я сегодняшний влог свой закончу. Еще раз всем мира, здоровья, счастья и благополучия. Мяш Тахович.